дня щастя і граху. Хай прийде до тебе, Боже слово, хай сиде на тебе, Божья радость войде в наше сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой, извышение, избавление душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквей, изъединению сил, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святую церковь и ты, что с верою пошавну, страхом Божьим походя сие, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, сусветного бископа Франтишка, Папы Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святоров, диаконов Христе, все духовенство, и веди Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом стероженную краю нашу Беларусь, за враг належной воды войска и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью выпробования и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за шосты спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников поморы, земли и поветры, за недужих, ты, что терпят, за сневоленных избавлений, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться до всякого гнева, сумму, недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, отжалься, избав, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Успомянувши святую сочинственную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всю Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его.
избав, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Вспомянувши на святую сошественную благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе един одного, и все житию нашу Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи, Твоя есть держава, и Твое владарство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господа, разум вся життя моє буду хвалить Господа, буду песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне, слава Бога, Ты несмяротный. Деля нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы завсюду Девы Марии, и не зазнавший смены стався человеком. Ты был укрижованный Христе Божий, смертью знищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу, збав нас. Еще супокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую сошественную благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи, О, Ты, добрый человеколюбный Бог, и Тебе слава Твоему Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Владарстве Твоим, вспомни нас, Господи, счастливые Богия Духом, Боги гнезда владарства небесное, счастливые Тыя, что тужат, боями утешатся, счастливые тихие, боями отрывают успашину землю, счастливые Тыя, что мают голод и в смагу справедливости, бояны насытятся, счастливые милосердные, бояны взведают милость, счастливые чистые сердцем, бояны уважать Бога,
радуются, и Данила пророк сироты льгов, быть сам пастырь сирот овечек своих. Молитвами Христе Избавителю сбав души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Не поклонившись рукотворному образу, узброенной неугодной силой Божию, вы троище благословленные юнаки, прославились в огненном выпробовании, посеред нестерпного полымя выкликали Бога, кажучись спасайся щодрий, приди хутко на допомогу нам, бо ти милосердний, коли хочеш, можеш усьо. Тепер завсюди і на віки веков. Амінь. Сьогодні дзіва і зіл невиказний спосіб радіть у печори спрадвічне слово. Святкуйся свет і разом з анёлами і пастухами слав спрадвічного Бога, що як дитя малое на свет приходить. Вот и святый Боже наш, и слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый милостный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый милостный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Будьмо уважные, мир усильно. И Твоему Духу. Мудрость. Прокиме, благословенный всехвальный Ты, Боже, Отцов наших, и имя Твое хай славится навеки. Благословенный всехвальный Ты, Боже, Отцов наших, и имя Твое хай славится навеки. Бо справедливость Твоя явная во всем, что Ты зробил для нас. Благословенный всехвальный Ты, Боже, Отцов наших, имя Твое хай славится навеки. Благословенный всехвальный Ты, Боже, Отцов наших, имя Твое хай славится навеки. Мудрость.
Читание послания апостола Павла до Гаврея. Слухаймо уважно. Брати, дякуючи віри, і он поселився на обіцяній землі, як на чужині, живучи в шатрах з Ісаком і Якубом, сонаслідниками того самого обіцяння. Бо он чекав города, закладеного на моцну подмурку, дойлідом і будівником якого єсть Бог. Раз віру Авраам, коли Бог випробовував його, ахвірував Ісаака, той, хто отримав обіцяння, принес навод одинородного сина, про якого сказано: у Ісааку назоветься потомство твоє. І он лічив, що Бог має моцу воскресить, тому і отримав його як правообраз. Раз віру, будучи речі, Ісаак благословив Якуба і Езава. Раз віру Якуб, помираючи, благословив кожного з синов Єзепа і поклонився перед верхом його Кія. Раз віру Єзеп, помираючи, успомнив об висті синов Ізраїля і дав доручення односно своїх костей. Раз віру батьки Моїсея укривали його на протягу 3 місяців після народження, бо бачили пригожость дитяті і не полохалися загаду фараона. Що ще сказати? Бо не хопить мені часу, як розказати про Гедеона, Барака, Самсона і Єфтая, про Давіда, Самуеля і пророка, які вірою перемагали володарство, здійсняли справедливость, отримлювали обіцяння, закривали пащі львам, гасили моцний огонь, позбягали острия меча, тривали, не глядячи на слабость, становились моцными на войне, прогоняли войски чужинцев. Женщины отримлювали своих померлых про воскрешення, іншие, одмовившися от визволення, были закатованные, каб отримать лепшее воскрешення. Еще іншие спознали кпины и бичевания, а так само кайданы и вязницу. Их каменовали, пиловали, забивали мечом. Яны тулялись в овечьих и козлиных скурах, терпіші нестачу утиски зневагу. Яны, яких свет не був варти, блукали по пустынях и горах, по печорах и теснинах земли. И усеяны, хоть и были признаны, дякуючи веры, не отримали обіцяного, тому що Бог предугледів для нас нечто лепшее, каб яны без нас не стали досконалыми. Мир, а не шитание. И твоему духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Моисей, Аарон, святари його, і Самуїл серед тих, що кличуть ім'я його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ускликнули праведники, Господь пошу їх, я до всіх бедов визберів їх. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудростью стать, будем слухать Святую Евангелие. Мир усім. И твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового,
Авраам народил Исаака, Исаак народил Якуба, Якуб народил Юду и братов его, Юда народил Фареса и Зару от Фамары, Фарес народил Есрома, Есром народил Арама, Арам народил Аминадаба, Аминадаб народил Наасона, Наасон народил Салмона, Салмон народил Ваоза, Адрахавы, Ваос народил Авида, Адруфи, Авид народил Есея, Есей народил Давида цара, Давид царь народил Салмона, от милой жонки Урыевай, Салмон народил Равам, Равам народил Авию, Авия народил Асу, Аса народил Ясафада, Ясафад народил Ярама, Ярам народил Асию, Азия народил Яфама, Яфам народил Ахаза, Ахаз народил Езекию, Езекия народил Манасию, Манасия народил Амона, Амон народил Ясию, Ясия народил Якима, Яким народил Еханию и братов его, пожас переселения Вавилонского. После аж переселения Вавилонского Ехания народил Салафииля, Салафииль народил Зарававеля, Зарававель народил Авиуда, Авиуд народил Илакима, Илаким народил Азора, Азор народил Садока, Садок народил Ахима, Ахим народил Елиуда, Елиуд народил Илиазара, Илиазар народил Матфана, Матфан народил Якова, Якуб народил Язеба, мужа Марии, от якого народился Иисус, якого называют Христос. И вось усіх поколений от Авраама до Давида 14 поколений, и от Давида до переселения Вавилонского 14 поколений, и от переселения Вавилонского до Христа 14 поколений. Народжение Иисуса Христа было так. После заручен мать его Мария с Язепом пешим сошли сенывы, явилася, что и намаева у лоне от Духа Святого, а Язеп муж ей, будучи праведным, и не жадаешь не славить ей хотел, употай отпустить ей. Коли ж задумал он гэта, вось анёл Господню сне, з'явился ему и сказал Язепе, сыне Давида, не бойся принять Марию жонку твою, бо зарожденная ее есть от Духа Святого, и народить сына, и даси ему имя Иисус, был спавить людей своих от грехов их. И а все это сталося, как сбылося сказанное Господом просто пророка, яки кажа, вось дева во лоне зашне и народит сына, и дадут ему имя Эммануил, что означает «С нами Бог». Уставши от сну, Язеп зробив, як загадав йому, анёл Господний принял жонку свою, и не знал ее, покуль народила сына своего першородного, и он дал ему имя Иисус. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Иисусу Христу! Слава Тебе. Дорогие браты, сестры, сябры, мы почули фактично аж перший раздел Евангелия Павла Матвея. Гэтым разделом починається і Євангелія Павла Матвея, і Старий Заповіт, і той, хто впершиню читає Новий Заповіт, він здивляється, чому така важна істотна книга для християн, можна сказати, для всього чоловічества, починається з переліком шматліких іменів, які тяжко часами навіть вимовити. А все это тому, что мы маем дочинение с родоводом. А родовод для Габреїв і у тим ліку для євангеліста Матвея, який вельми добре був знайомий з юдейською традицією, бо сам був Габреєм і писав свої Євангелія для Габреїв. Так ось родовод, він був нічим важним. І це цілком слушно і зрозуміло для нас. Бо есть нават такая примовка у белорусов, что осинка не родить, что? Апельсинки, там еще по-разному, есть разные варианты. Вот, этой примовки. И ведомо, что
мы цікавімся паходжаннем таго ці іншага чалавека, асабліва калі гэты чалавек хоча ўвайсці ў нашу сям'ю. Мы пытаемся, адкуль гэта ён? Скуль? Хто будзе маім зяцем, ці можна тут як бы далей разважаць гэтую думку. І падобным чынам разважалі габрэі, тым больш, што радаводы яны мелі для іх рэлігійнае значэнне. Яны чакалі месію, габрэі чакалі месію. І для іх было вельмі важна і істотна дазнацца пра пэўнага кандыдата на месію, з якога ён рода. І евангеліст Матвей, як сапраўдны габрэй, абгрунтоўвае сваім чытачам, сваім слухачам, што Ісус, ён сапраўдны месія. Бо вось, глядзіце, ёсць радавод, ёсць гэтыя шматлікія імёны, і ясна павінна быць кожнаму, хто даследуе Святое Пісанне, што Ісус, ён той сапраўдны месія, сапраўдны Христос, якога усе чакалі. І ўжо толькі пасля падрабязнага пераліку імён радавода Матвей распавядае нам пра тое, як адбылося нараджэнне Ісуса Христа. І што яшчэ хацелася б сказаць? Ці і надалей паходжанне радавод яны актуальныя для нас. Ну, вядома, паходжанне Ісуса Христа яно актуальна. Мы такім чынам абгрунтоўваем сваю веру. Але як гэта ўплывае на нашае жыццё сённяшняе? Ці нам трэба таксама добра вывучаць нашу радаслоўную, радавод наш? Шмат людзей гэта робяць. І ганарацца сваім шляхецкім паходжаннем, напрыклад. Тут у Лідзе, напэўна, ёсць шмат такіх шляхцішаў. Вось. Але насамрэч, для Бога не істотна наше паходжанне. Зямное паходжанне. Але паглядзіце, што нам кажа аўтар лісту да габрэяў, які мы таксама сёння пачулі. Там пералічваюцца размаітыя героі Старога Запавету і падкрэсліваецца іх вера. Што яны вераю увайшлі, можна сказаць, у радавод Ісуса Христа. Не шмат, скажем так, некаторыя асобы ў гэтым радаводзе, яны мелі сумнівную рэпутацыю, скажем так. Але, дзякуючы таму, што яны увайшлі сваёй верай, яны сталі запісаны ў гэты радавод, дзякуючы сваёй веры. І тое ж самае тычыцца нас. Мы пакліканы упісаць сваё імя ў радавод Ісуса Христа. Гэта самае галоўнае для нас. Гэта самы галоўны шляхетны радавод, пра які мы пакліканы дбаць сёння. Хай жа гэтыя думкі таварышаць нам яшчэ некалькі дзён перад Божым нараджэннем, якое мы неўзабаве будзем святкаваць. Амінь. Скажем все разом, все души, все духи наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе,
Почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности. Молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за святого отца нашего, светлого бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда Богородного, владыку наших, архимандрита Сергея, и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за Богом, стираженную краину нашу Беларусь, за вратно лишнюю лады и войска, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за братов наших, святород, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за годных памяти основальников этой святой церкви, и за всех ранее дошедших отцов братов наших, и тут, и на кожном меньшем месте спрашивают. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за все человечество, якое терпит с причины поширения пандемии, за всех бездопоможных, разгубленных, за хворых, за тих, хто даним служить, а так само за померлих. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за доброчинцев этой святой церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають її, і за всіх тут присутних людей, які чекають Тебе багаття по Його змилування. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Бо Ты милостивый и человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Еще с упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, збав, и стережи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будучи завсёды, подоховую Твоей могутной лады, Тебе слава отдавали, Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мы что утайны способ, мы что утайны способ прославляем, прославляем.
нашого сусвітного біскупа Францишка, Папу Римського, достойного архіпастора Леонарда, боголюбного владику нашого, архимандрита Сергія, почесних святоров, діаконов, Христе, все духовенство, Богом стираженную країну нашу Беларусь, урада, належной улады, засновальников и доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, как вспомнить Господь Бог и своему владарству на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Как нам принять уладаров сих, якого необычного сопровождают ангельские силы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословенный Ты, Твой всесвятый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу одиноступную и нераздельную. Теперь мудрости будь маловажливая. Верую в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносудного зайцом, праз якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стався человеком, был укрижованный за нас при Понским Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес згодно с Писаниями, и взошел на небо, и сядить по правой руце Отца, и знов придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Господа Животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом с Отцом и Сыном, який говорил праз пророков, у одинную святую повсюдную апостольскую церкву, вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое хверование в мире приносит. Дар миру, ахвяру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Возьмем Господа.
Святому Духу, Троице одиносутной нераздельной. Ты привел нас с небыта до бытия, и коли мы упали, снова поднял и не переставал робить все, как узвести нас на небо и даровать нам Твое будущее владарство. Дзеля гэтага дякуем Табе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Табе за эту службу, яку Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобой стоять великие множество архангелов, без лишь анgelов, херувимы и серафимы, шестикрылые, шматвоки, які, взнявшись высоко на крылах, переможную песню поют, воскликающим, приговаривающим и кажущим: Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит во имя Господняе. Осанна на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбному владару и мы воскликаем, кажучи: святы и все святы Ты, и одинородный Твой Сын, и Дух Твой святый. Святы и все святы Ты, и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел житие вечное. И Он, пришовший, исполнивший весь крови для нас, у ночь, яку Його видали, або худший, коли Он сам отдал себе за життя свету, узял хлеб у свои святые, все чистые и безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, осветивши и разломавши Его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов. Аминь. Так само чашу после вечери кажучи: пейте, з'ївся, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Мы ж памятующих этот заповедный заповед, и все, что для нас дарилось, крыжу, похование, воскресенье на третий день, узыход на небо, сиденье по правой руце, другое и славное присте, приносим Тебе Твоих, для всех и за все. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, Аминь. и молимся, и молимся, Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за Наисвятую, Всечистую, Наиблагословенную, славную Владарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию. Достойною за правды, называй счастливою Тебя,
нашего Всесветного Бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, Боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, заховай их для святых Твоих церкваў, успокой, целости, доброй славе, здоровья, долголетия, как они могли верно научать нас словом Твоей правды. И не у всех, и не у всех. Вспомни, Господи, тых, что приносят дары для святых Твоих церкваў, робят добро, памятуют про убогих, и на всех их пошли Твои милости. Вспомни, Господи, тут нас присутных, и тых, кто нас глядит и молится разом с нами через интернет. И дай нам одними устными, единым сердцем славить и выхвалять Твое почестное величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Нехай будут милости великого Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, за всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых ешедших в покое Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Вознесенные свяченные почестные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Великолепный Бог наш, принявший их на свой свято-небесный духовный отвергник, как одно слово, духовный духовную посланную, взамен свою Божскую ласку, и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, сумму и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, сержайся, избавь, стережи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как весь этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, Господа, просим. Дай нам, Господи. Дай нам спокой, верного наставника, опекуна души тела наших, о Господа, просим. Дай нам, Господи. Пробуждение и отпущение грехов и провины наших, о Господа, просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для свету Господа, просим. Дай нам, Господи. Как в дальнейший тяг життя нашего, супокой и покаяние провести у Господа, просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. И израби нас достойными и владару, с полным доверием и без осуждения, смело святаться до Тебе, Бога Небесного, и отдается и казать. Отче наш, который есть в мире, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вот Твое владарство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Тебе, Господи. Якось владаром, принесены тут дары, всім поровну роздай, кожному паву для потреби. Будь з подорожниками по морю землі, і у повітрі оздорови хворих, лекарю, душ і тіла. Лаской, милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего,
Теким благословенный Ты, Твой всей святый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Боже, будь спогадлив мені грішному, і змилуйся надо мною. Боже, будь спогадлив мені грішному, і змилуйся надо мною. Боже, будь спогадлив мені грішному, і змилуйся надо мною. Будьма уважним, святі речі для святих. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях. Узгляните праведнику Господу радости, хвала пасуя праведным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, сярод яких я самый перший. Веру так само, что это сапраўды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь о Тебе, сжалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и безвольные, якие я зробил словом и вчинком, святого и несвятого. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечеры. Я не зdraжу ворогом Твоей тайны и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Исполни меня, Господи, в Твоем благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайну будет мне не на суд и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью подыходьте. Благословенный тот, кто приходит в имя Господня. Господь Бог и Он явился нам. Тело Христово примите, покажите крыницы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите.
Збав Боже людей Твоих и благослови набыток Твой. Божий правдивое свято, прияви Духа Небесного, знаешь Ты веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Божья нас творила. Благословенный Бог наш, на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам петь славу Твою. Вот изравил нас достойными быть удельниками святых Твоих божьих, несмиротных и животворчих тайнам. Заховай нас у Твоей святости, как нам везде научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, наши воски святые, вся чистые, несмиротные, небесные, животворшие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збавь, стражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как ты весь день будь досконалый, святый, мирный и безгрешный, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Праве, Господи. Вот и освящение наше, Тебе славу отдаем Отцу и Сыну, и Святому Духу Теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Ходим с миром. Имя Господня Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, и благословляешь Ты, что благословляет Тебе, и слушаешь Ты, что ускладает на Тебе надею. Избав людей Твоих и благослови на быка Твой. Заховай в целости церкву Твою, если Ты пишешь любить красу дома Твоего. Ты их услал Твою Господу силу, не покинь нас, веки сподеемся на Тебе, даруй спокой всему свету. Церквам Твоим нашим, белорусскому народу, належному ладу нашим и всем людям Твоим, что всякое доброе дарение. И дар досконалый, заходит сгорять Тебя и засветла, и мы Тебе славу хотят за поклонение Твоему Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный подарок, справедливый Боже, Ты весь свет створил и законы до всех установил, кожному место признавшего род людский так Господь сотворил, что Сына Своего Единородного послал на землю, как пусть и слух, ходи огонь на руку, и души света взаимно вошли в Твое небесное благодарство. Мы, дети белорусского народа, как могли слухались от Твоих загадов, а неделя человечей слабости. Часто падали, сневажали Тебе своими грехами, теперь молим Тебе широ. Даруй нам наши провины, нашу недбальность подносим к себе и до инших, даруй так само Ты, кто приведил нас и сневажал. Храни нас от крылья ворожей, дай нам. И ворогам нашим духа соправдной христианской любови дай нам, нежность веры в плотную информацию семейную житии. Забей наши особистые народные раны души и книги, сами себе уже недовольны приятели утримали. У нашем путевом житии святи наш розум, Твоей евангельской святом, как мы заховываешь Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, за все Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу, охвярных слугов своих Икия, праведным, сумленным и мудрым житем и деятельностью великих одолевшей доли.
Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как угодно, з'їбали батьки, данная мать, зрушені ши, святой любов'ю виховували, тобі на славу, батьківщині на користь своїх діток, особливую ласку дай молоді, каб яна отримала глибоке християнське згадування, виросла на корисних синов і дешок свого народу. Благослови наші дошасні достатки, не дай хинуть марним талентам, які ти посилаєш у наш народ, але дай її свободно розвитися і закрасувати Тобі на славу і всьому людству на користь. Благослови працу, селяну на ролі, работников на фабриках, ученых, письменников, мостаков, как за их недопомога, белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица, наша Небесная Мать, просим, покрой нашу Украину Твоим святым покровом, и пусть нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросинья, осветница Беларуси, и все святые заступники белорусского народа, молитесь за нас беспринно, как мы стали народом святым, які виховує волю Божию, своє посланство, і как ми унесли свою плату, огромне добро тут на землі, а в пришнем житті отримали вічне щастя, неспинно отдавали славу, пошану, поклонение Богу, Троице Одиному, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Хай буде ім'я Господнє, благословенне тепер і на веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенне тепер і на веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенне тепер і на веку. Благослови Господне, хай буде на вас, ласку Його і чоловіколюбством на всі часи, тепер і завсюди і на веки веков. Аминь. Слава Тобі, Христі Божа, надія наша, слава Тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Ой, же благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес мертвых, молитвуйся шесты своей Мати, святых славных и годных похвала апостолов, меж святыми Отца нашего Яна, Златоустного арцебискупа Константинопольского, молитвами святого Изофата, арцебискупа Полоцкого, молитвами святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Мефода, меж святыми Отца нашего Кирилла, епископа Русского, Святой Мати нашей Ефросиньи Полоцкой, светницы Беларуси, всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых праведных Бога Отцов, Якима и Ганну и всех святых, хай смилуется над нами, избавит нас, Твоим добрый человеколюбец. Аминь. Христос посеред нас, Милости Божья. заставался уже несколько дней, да свято Роства Господа нашого Ісуса Христа. Скористаємо цей час. Можна, наприклад, той, хто, наприклад, не молився ніколи, ці зрідко молився, згадати молитву ружанця. Помолитися менавіта гэтай таємниці радісної. Хтось може прочитати некую невеличкую книгу, не буду радить конкретную, может быть, авторов моих улюбленных, не ведаю, Льюиса, Клайва Льюиса, можно прочитать какие-нибудь трактаты его теологичные, популярные теологичные трактаты. Захочу до некого такого высилку, еще засталось несколько дней. Коли ласка, подумайте, что мы можем сделать, как еще больше радостно зустріти свято Рождества Христова. Могутнє Боже, владарству света, великим сонцем
мене полічив достойним бути удільником Твоїх святостей. Дякую Тобі, що Ти удостоїв мене прийняти Твої святые дары, але человеколюбным благодаром, что для нас помер и воскрес, и даровал нам эти страшные животворчие тайны для добра и освящения души и тела. Дай, как они были мне, для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления врачей сердца моего, для супокою душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей воской ласки и для осернения володарства Твоего, как я захованный ими Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жил уже не для себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивших это життя в надії життя вічного, досягнув непроминального супокою, где безупинно чутный голос святых и панує вечная радость тых, что оглядает невыказную красу твару Твоего. Бо Ты собрал наше ожидание, и невыказная радость тых, что любят Тебе, Христе Божий, и Тебе все створение перед славу Твою все веки. Аминь. Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, как навернулся и был живых, и яки послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, яки нам наказал, просите и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте, а чинит вам. Да Тебе преподаем с крушливым сердцем, и слезни молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дочасно не был вечен зачем. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами, избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воле Твоих приказаниям, и прославляли имя святое Твое. Заступись и заховай от этой згубной пошести нашу батьківщину и наш народ, враг и всі, що стирают целость и спокой нашей країни. Выводи в этот город и все города и вёски. Змилуйся и наведай Ты, что терпят от этой хворобы. Подними их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Душишь Ты, что от этой хворобы, правой веры и надея воскресения уже спочили, супокой святыми Твоими, где нема ни боли, ни сумы, ни плача, але житье бесконцее. Молитвами до Святейшей Богородицы и завсюди Девы Марии, за заступництвом святых бестелесных сил и ангелов-охотников, лаской и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и со святым добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и за все время.